Свои. У нас сейчас на связи Дмитрий Кулеба, это постоянный представитель Украины в Совете Европы. Приветствую, Дмитрий. Добрый вечер. Вот один из немногих вообще в Украине, хотя ты не в Украине, а в Страсбурге находишься, но из украинского политикума и интеллектуальных людей, ты отреагировал на статью вот эту программную кремлевского идеолога. Я считаю, правильно сделал, потому что нежелание замечать противника — это тоже странная история, когда ты живешь в состоянии войны. Вот что ты как украинец, как представитель украинской власти, политической элиты, дипломатии для себя понял, понятно, что понял, это неправильное слово, но уяснил про них, про их состояние сейчас из статьи Суркова? Я думаю, что это продолжение неких интеллектуальных усилий по созданию такой квазиглубокой интеллектуальной рамки для объяснения нынешней России, ее непогрешимости, величия. То есть эти попытки продолжаются. Сурков является одним из самых плодотворных авторов. Я отношусь к нему с уважением, как к графоману-постмодернисту. И я сейчас не иронизирую, он действительно очень много пишет, совершенно таких витиеватых текстов, пытаясь подвести идеологическую основу под нынешнюю Россию. И та реакция, которую я слышал в Фейсбуке, она основана именно на том, что очень напоминает то, как работали советские идеологи, постоянно пытаясь подкрутить, придумать какие-то новые термины, дать какое-то новое объяснение тому, что на самом деле изнутри уже разваливалось и гнило, но внешне нужно было придавать этому какую-то величественную рамку и импозантный вид. Вот тут был бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в студии, он ушел, к сожалению. Он сказал, что главным адресатом этого послания, собственно, является сам вождь, сам Путин. Но у меня есть ощущение, не знаю, вот хочу у тебя спросить, что все-таки один из адресатов этого послания — это Запад. И там много очень говорится о Западе. И сейчас мы вот слушали цитату до того, как ты включился в разговор как раз о том, вот, о популизме, о котором рассуждает Сурков, и как бы подспудно дает понять, что, ребят, мы, в общем, не чужие на этом празднике жизни и, в общем-то, можем продолжать. Ну, я считаю, что там сигнал Западу очень простой. Как бы вы проиграли, мы победили. Вы лжецы и лицемеры, а мы честные. И на самом деле просто мы честные в своей отвратительности, а вы такие же отвратительные, но просто делаете вид, что честные и красивые. Это, по-моему, достаточно старинное мировосприятие российской элиты. Но опять же, я его воспринимаю именно в том контексте, в который я выше описал, то есть попытка объяснить самих себя и на самом деле ничего не выигрывая в реальности, то есть в реальной жизни, на таком интеллектуальном уровне изобразить собственную победу. Кто там является главным адресатом этого текста, я не могу комментировать, потому что я не знаком с внутренними вот этими всеми внутренними там раскладами в России, кто там с кем борется, кто с кем дружит. Но по тому двум ключевым терминам, которые используются в этой статье, это глубинный народ и государство Путина. Да, то есть первый термин адресован как бы к Западу. Вот вы там себе придумали концепцию глубинного государства, но мы же особенные, у нас же третий путь, мы же русские, мы же не такие, как Путин. У нас тоже есть крутая концепция глубинного народа. А все это, конечно, можно проследить там, до 19 века, до вот этого всего народ-богоносец и прочее, прочее. А вот уже термин «государство Путина» очевидно адресован Владимиру Путину и его окружению. То есть это то, что я вижу из текста. Но какие-либо там подробности, внутренние, кулуарные, их расклады я не владею, поэтому тут комментировать не могу. Я хочу, чтобы ты другое прокомментировал, если можно. Вот осознают ли вот этот посыл Суркова, ну не только из этого там письма, да, а в принципе, осознают ли западные элиты, ты общаешься с разными дипломатами, там, в общем-то, вся Европа и даже больше сосредоточена в Совете Европы, осознают ли они то, что действительно в каком-то смысле Сурков прав, и их действительно поимели в каком-то смысле, и они глумятся над ними? Или осознание того, что Россия действительно куражится и намерена дальше вмешиваться в политическую жизнь разных стран, включая Францию, где находится Страсбург, еще не пришло? Я не вижу того
откровения, как бы, о котором ты говоришь. Я вижу четкое осознание того, что Россия представляет угрозу, но реакция на угрозу — это не борьба с ней, а желание с ней договориться, чтобы избежать прямого там, удара, ну, я имею в виду политического, экономического, любого вида со стороны России. То есть реакция на понимание природы современной России, не желание ее остановить, а желание просто найти какие-то сдерживающие механизмы, чтобы, знаешь, это может случиться с кем угодно, только не со мной. Вот такая же логика. Пусть там Россия отрывается на ком угодно, главное, чтобы не на нас. Ну, это такая страусиная политика, на самом деле, достаточно примитивная и не думаю, что успешная. Ну, спасибо, что включился. С нами был Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Спасибо, Дмитрий, огромное.